Здравствуйте, дорогие студенты! Сегодня я хотел бы напомнить вам о сдаче лабораторных работ, которые многие не сдали, которые нужно выполнить по переменным электрическим цепям. Так как мы с вами не успели закончить все на стендах, начался карантин, я вам объяснял до этого, как работать на площадке Every Circuit Workspace, то есть что нужно делать. И первое, что нужно сделать, сегодня я хочу поговорить о тех вопросах, которые вы постоянно задаете, как выставлять напряжение в генераторе, как правильно получить необходимые данные по РГР. В общем, вот эта вещь вам поможет понять и разобраться в вашем расчетном графическом проекте. Соответственно, мы выбираем генератор, то есть источник переменного напряжения. И для примера возьмем активное, индуктивное сопротивление. Вы можете взять конденсатор. В принципе, разницы нет. Согласно вашему варианту. Вы можете собрать эту схему. Точнее, вашу схему. И сборка схемы вы знаете, как делается. Мне это не нужно вам объяснять, я надеюсь. Соответственно, конкретно по вопросам генератора. Нажимаем на генератор. И вот здесь 4 параметра. Вот это постоянно, DC написано, но это не постоянное напряжение. Это его среднеквадратическое значение. Я, к примеру, возьму, на практике 220 вольт. Извините за посторонние звуки, просто записываю не в студии, поэтому такой звук. То есть выставляем 220 вольт. Вот это значение у нас это мгновенное значение, то есть максимально амплитудное значение, точнее, да? Как высчитать максимальное амплитудное значение, вы, наверное, уже знаете, но, в принципе, давайте я повторю. Это надо, среднеквадратическое значение напряжения, то есть 220 вольт, умножить на из-под корня 2, и мы получим где-то 311, если мне память не изменяет. Получаем 311 вольт. Выставляем его. Естественно, частоту. Частоту мы выставляем, вы все прекрасно знаете. Вы согласны варианту, но я буду выставлять 50 Гц, так как у нас это стандарт. И фаза. Фаза у нас, так как у нас всего один источник в генераторе, фазы не 3, я выставляю 0. Оставлю все как есть здесь, не стану менять, но если вам нужно будет поменять резистор и поменять конденсатор, вы знаете, индуктивность, вы знаете, как это сделать. Что для этого нужно? Что здесь нужно понять? Здесь нужно понять следующее. Отставание фаз, либо опережение, зависит от конкретного элемента. Мы видим, как работает все. И чтобы увидеть все подробнее, нажимаем на так называемый глаз, и мы видим кривые. Мы сейчас видим минимальные значения или максимальные значения наши по току. Если нам необходимо увидеть, допустим, напряжение. Что у нас напряжения нет? Странно. Наверное, нужно уменьшить сопротивление, дабы появилось напряжение. Да? Сделаем, допустим, и Генри. Сделаем милли Генри. Напряжение появилось. Слишком высокая была частота, просто незаметно для нас. И мы видим, что на индуктивности у нас ток отстает от напряжения на 90 градусов.
В принципе, на сопротивлении, если посмотреть, напряжение, как итог, совпадает по фазе. Вот мы видим. Что и требовалось доказать. Да? Только выставляя нормальные значения по напряжению и по амплитуде, вы получите такие результаты в целом. Все, собираем согласно своему варианту по РГР. Это вам подсказка. Здесь можно рассчитать все токи. У вас, конечно, схемы немножко сложнее. Дальше я подсказывать не буду. Но вот вам в целом объяснение на пальцах, так скажем. Всем большое спасибо. Сидите дома, не уходите никуда. Соблюдайте правила карантина. Удачи. С вами был Улугбек Нурсеитович.